Добрый день, уважаемые ученики и учителя! Мы рады приветствовать вас на нашем медиауроке, посвященном Дню космонавтики и авиации. В 2021 году исполняется ровно 60 лет первому полету человека в открытый космос. 12 апреля 1961 года состоялся первый полет советского летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в открытый космос. Он со словами «Поехали!» освоил впервые космическое пространство. И на сегодняшнем медиауроке мы с нашими партнерами расскажем о важности этого события. Поехали! Добрый день, уважаемые слушатели! Мы сегодня будем говорить о такой большой дате, как 60 лет с первого полета человека в космос. 60 лет человечество присутствует в космосе. Когда я говорю «человечество», я говорю буквально о живом человеке. Мы знаем о том, что сейчас идет 64-я экспедиция в Международную космическую станцию. Ровно 60 лет назад это был полет человека в космос, это был актом героизма. Юрий Гагарин, когда полетел в космос и вернулся оттуда живым и невредимым, ликовала вся планета. Праздновали все люди, у которых человечество, которое было заинтересовано, следило за новостями. И это был очень такой знаковый момент. И если сравнить современную ситуацию с космосом, то для нас космос сейчас это повседневная ситуация. То есть повседневные новости, мы даже не обращаем внимания на то, что люди полетели в космос. Это мы воспринимаем как уже полет на самолетах, например. Что такое 60 лет в космосе? Это технический прогресс, это работа государств, это концентрация экономики, конечно. Очень много сил финансовых, экономических и человеческих тратится для того, чтобы человек осваивал космос. Вопрос стоит такой: зачем нам космос сейчас? Очень простой ответ. Почему? Потому что это все-таки техническое оснащение, технический прогресс, все мобильные телефоны, спутниковая связь, спутниковая навигация, спутниковое телевидение, например. Это все есть продукты космических технологий. И мы говорим, например, то, что мы сейчас в Якутии, например, мы не наблюдаем и не чувствуем, например, это морские торговые корабли, например, плавают по Мировому океану и ориентируются именно по спутниковой связи. Также еще спутниковые связи, космические технологии будут, говорят, внедряться именно в сельское хозяйство, смотреть, как агрокультуру развивается, растут. Что еще? И, конечно, космические технологии начинают потихоньку проникать в наши квартиры. Это всякие разные технические гаджеты, планшеты, какие-то алгоритмы. Они помогают повседневной жизни всего человечества и якутян. Добрый день, ребята! Сегодня я хочу рассказать вам о полете Гагарина, его значении для человечества, для науки, для техники. Как вы все знаете, в 1961 году, 12 апреля, ровно 60 лет назад, наш советский гражданин, летчик Гагарин Юрий Алексеевич впервые полетел в космос. И с тех пор началась у нас космическая эра для человечества. И, значит, с тех пор, до сих пор многие страны уже запустили очень много людей в космос. Для полета человека в космос были определенные научно-технические предпосылки, которые были начаты с середины 50-х годов, с момента создания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции Королева, которая использовалась для доставки ядерных боеприпасов на другие континенты. И как мирное приложение этого мероприятия было, значит, для полета человека в космос были определенные предпосылки, такие как извечная мечта человека полететь в космос и посмотреть, что там
Во-вторых, в это время, в 1957 году, был объявлен Международный геофизический год, который предназначен был для исследования вот именно космоса, околоземного космического пространства, влияния Солнца, солнечной активности на Землю. И в-третьих, была создана межконтинентальная баллистическая ракета, которая предназначена для доставки ядерных боеприпасов на другие континенты. Но с другой стороны, возможности этой ракеты позволяли вывести искусственный спутник Земли, другие спутники на орбиту Земли. И дальнейшее развитие аппарата и создание космических кораблей именно для пилотируемого полета позволило 12 апреля 1961 года запустить человека в космос. И дальнейшее развитие космического корабля «Восток» в виде кораблей, допустим, «Восход», «Союз», до сих пор, который летает, привело к массовому освоению космического пространства. С тех пор более сотни человек, советских, российских, побывали в космосе. И параллельно Соединенные Штаты Америки тоже запускали свои спутники, свои корабли. Значение полета Гагарина огромное для развития именно науки, для развития техники, технологии. И сейчас мы не можем себя представить без космической связи, без космической аппаратуры для исследования Земли, погоды и так далее. Поэтому сейчас человечество готовится к полету на Марс, к Луне. Это первый шаг для этого был сделан именно Юрием Гагариным. Наш институт тоже принимал определенное участие в исследовании космоса. И начиная с конца 50-х годов, и сотрудниками нашего института были запущены приборы, которые созданы в нашем институте, были здесь разработаны, изготовлены для исследования верхней атмосферы, для исследования космических лучей в космосе, космической радиации. Нами было уже нашим институтом запущено примерно 14 приборов. Это начиная с конца 50-х до 90-х годов, до начала 90-х годов. Это последний эксперимент был Интербол, международный эксперимент. И после долгого перерыва в 2015 году нами на полигоне в Тиксе запущена первая ракета, геофизическая ракета, которая была предназначена для исследования верхней атмосферы, ионосферы и так далее. И с другой стороны, это была первая ракета историческая, которая была запущена с территории Якутии. Дальше мы при нормальном финансировании и так далее планируем уже дальше модернизировать эту ракету для запуска малых космических аппаратов, типа наноспутников, микроспутников и типа кубсатов и так далее. Это именно для исследования верхней атмосферы, ионосферы и так далее. Для полета в космос отбирались на первых порах только летчики-истребители, которые были именно привычны работать в таких условиях перегрузок, нагрузок и так далее. И далее даже было, что именно был критерий, что по росту, допустим, все первые космонавты были маленького роста. Средний рост у них был 1,65 м. То есть это не позволяли размеры самого космического корабля, допустим. Созданием космических кораблей типа «Союза», это начало 70-х годов, там по росту ограничения уже снялись, можно
Ну, 2 метра, конечно, человека не посадят, а вот 1,90 м, 1,80 м уже могут летать. Потом по здоровью, значит, второй этап, это вот первые 6 полетов были посвящены исследованию функционирования человека в космосе. То есть вот каждый полет отличался от предыдущего новыми возможностями, новыми условиями. Допустим, первый полет Гагарина – это вот именно полет на один виток. Может ли человек быть в космосе, полететь и вернуться живым и здоровым? А второй полет, это полет Титова, он был уже суточным. То есть там уже испытывался человек в течение суток, как будет вести себя организм, как будет вести себя космический корабль. Вот. А третий и четвертый полеты, это вот Николаева и Поповича, было посвящено групповому полету. То есть могут ли 2 космических корабля одновременно находиться на орбите, может ли, допустим, наземная инфраструктура, космодром и так далее, могут ли обеспечить вот такой полет с суточной разницей. Дальше, значит, был полет первой женщины-космонавта, это Валентины Терешковой. Потом уже вот и пошли вот с первых восходов, первый восход, второй восход. Это, опять же, новые исследования, это вот полет первого инженера, первого врача. То есть это уже не военные специалисты, это уже научные специалисты, ученые полетели, так? И полет Леонова-Беляева, это «Восход-2», это был посвящен уже выходу в открытый космос. Опять же, Алексей Леонов, первый человек в мире, вышел в открытый космос. А потом уже пошла эра союзов, там и стыковки пошли, и орбитальные станции, и вот уже научные исследования по влиянию долговременного полета, по материаловедению, по биологии и так далее. Там и вот параллельно развивалась уже эта вот научная космонавтика, это исследования на космических аппаратах, исследования других планет, это Венеры, Марса, Луны. Что касается требований космонавтов, значит, основное требование было здоровье. До сих пор это требование сохраняется. От космонавтов требует, конечно, отличного здоровья. И определенной целеустремленности, допустим, не бояться никаких преград. Допустим, бывают какие-то временные ситуации, когда человека забраковывают, он может подать по 2-му разу, по 3-му разу. Есть очень много таких случаев, когда люди таким образом добивались полета в космос. И, конечно, требуются хорошие, широкие знания по многим областям науки, техники, чтобы человек мог в критических ситуациях справиться с собой, справиться с заданием, справиться с техникой и так далее. Ну, стрессоустойчивость называется еще, да, по-другому. Но главное, чтобы хорошо учиться, быть здоровым, заниматься совершенствованием своего тела, знаний и так далее. Благодарю за внимание.